В нашем обращении к Общественной палате было проведено несколько встреч с общественностью, с представителями гражданского сектора, с научной интеллигенцией, творческой интеллигенцией. На сегодня планировалось на утро провести такую результирующую встречу общую для подведения итогов. Но, к сожалению, формат этой встречи был ограничен, в частности, там не было доступа к ряду журналистских агентств, было ограничено по количеству участников. Ну и кроме того, по техническим объективным причинам эта встреча просто сегодня не состоялась. Поэтому мы решили, что мы проведем ее самостоятельно, пригласим все заинтересованные лица, людей, которые не безразличны этой тематике, которые считают, что это надо обсуждать и преподносить обществу так, как мы считаем нужным, а не так, как преподносит это представители власти, внешнеполитического ведомства, аппарата президента и так далее. У нас будет такая свободная дискуссия, свободный разговор. Пожалуйста, высказывайте свои точки зрения. Многие из вас уже говорили, выступали в СМИ, давали интервью. Мне кажется, это важные вещи, которые надо обсудить. И, возможно, мы примем не резолюцию, но, может, какой-то результирующий документ нашего сегодняшнего собрания. Я вот что хотел спросить, слушая часов, вот среди нас сидят ученые историки, Мурам, Руслан. Может быть, вот такое где-то было в нашей истории. Вот, мне кажется, что вот этот законопроект, он нарушает фундаментальные конституционные права граждан Абхазии. Мне так кажется, потому что он инициирует действия, юридические процедуры, которые делят людей на категории, там, имеющие доступ к чему-то, не имеющие доступ, имеющие ограниченный доступ. Но, честно говоря, таких фокусов в нашей Конституции я никогда не наблюдал. Может быть, в нашей истории такое что-то было? Вот я хочу, чтобы вы прокомментировали из такого исторического что-то аспекта. Ну, в этом отношении, в принципе, вот негативных, тяжелых последствий для еще формирующегося нашего государства, для нашего общества сказано, написано достаточно. Да? Это так называемый законопроект, он противоречит не только духу нашей Конституции, Конституции Республики Абхазия, но и духу абхазского менталитета, абхазской культурной традиции. Я рассматриваю этот законопроект как один из очередных воздействий на культурный код абхазского народа с целью его деформации. Ну, по большому счету, о минусах вообще необходимости вообще в нашем обществе такого законопроекта, отсутствие такой необходимости, ну, наши специалисты, эксперты уже все сказали уже. По палочкам разнесли, преподнесли нашему обществу. Для тех, кто хочет правды, кто ищет правды, исходит из национальных интересов, для него все ясно, все разъяснено. Ну а те, которые преследуют какие-то иные цели, личные, интересные или другие цели, какие бы аргументы мы ни привели бы сегодня, мы их не убедим. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на один момент, вернее, на один вопрос, который я не могу найти ответа, и вызывает у меня серьезное недоумение. А может быть, мы вместе с вами как-то мне поможете найти на этот ответ, на этот вопрос. Ну, вы все знаете, что сегодня наш союзник, покровитель Россия ведет неравную борьбу с мировым гегемоном США и его сателлитами. То есть от результата этой войны зависит будущее мироустройства на нашей планете. Да? Я, знаете, просто хотел бы принести, специально выписал цитаты Путина о целях этой войны, которую ведет сегодня Россия. Вот цитату я зачитаю. «Россия ведет войну за суверенные, самостоятельные государства, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев. За формирование нового, более справедливого, многополярного мира
с равными правами и возможностями для всех стран, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов, за защиту их суверенности. Конец цитаты. То есть это вы все слышали, но я просто хочу принес это, да, в контексте наших событий. То есть Россия ведет сегодня, значит, войну за новое мироустройство, справедливое мироустройство, где не будет места, значит, да, диктату, шантажу, угрозам в государственных отношениях, где будут соблюдаться права народов на свободу и суверенитет. В этих условиях для принятия законопроектов, которые наносят серьезный ущерб абхазскому суверенитету, являются, на мой взгляд, антигосударственными. Это, значит, да, это не только законопроект об агентах, это ряд законов идет, там, ущемляющие, значит, суверенитет Республики Абхазии. Для обоснования принятия этих законов наше руководство значит, ссылается на руководство Российской Федерации. То есть они нам объясняют, что это исходит, это является инициативой Российской, значит, Федерации руководства. Или если мы не примем эти законопроекты, нам объясняют, что это окажется на ухудшение отношений между Абхазией и Россией. То есть, ну, могут там, как нам объясняют, публично говорят о том, что могут пенсии финансировано задержать, там, это окажется на... Значит, под угрозой окажется наша безопасность и так далее. То есть, ну, мне трудно это понять. Я, может, что-то не так понимаю, я не знаю. То есть Абхазия уличает Россию в двойных стандартах, в лицемерии руководства России. То есть Россия борется за установление, за защиту суверенитета даже малочисленных государств, а наше руководство, наши чиновники говорят, что по отношению к Абхазии Россия проводит нет, происходит из других принципов, против которых она борется. Ну, честно говоря, мне трудно в этом, я думаю, что и вам тоже трудно поверить в этом, потому что России это невыгодно. Как и невыгодно, естественно, не Абхазии. России, наоборот, выгодно значит, да, создание суверенного, демократического, процветающего республики Абхазия. То есть она для этого, по большому счету, и делает все, и финансирует, оказывает помощь. Другой вопрос, как мы эту помощь используем. И здесь возникает вопрос, кому это выгодно? Каким силам это выгодно? Кто сегодня заинтересован в изоляции Абхазии и делает все возможное, чтобы изолировать Абхазию? Кто сегодня заинтересован в ущемлении суверенитета Абхазии? Кто сегодня заинтересован в изменении демографической ситуации Абхазии, там, где будет меньше абхазов? Я думаю, что здесь вопрос. Это наш враг Грузия, который спит и мечтает захватить Абхазию и колонизовать ее. И по возможности там, где будет уже без абхазов, где меньше абхазов будет. Да? А вы знаете, что в современных условиях для того, чтобы захватить какую-то страну, такую небольшую, как Абхазия, нет никакой необходимости вооруженной агрессии. При наличии больших и очень больших денег это достигается без войны. Достаточно, так называется, вложить, или как у нас называется, инвестировать деньги в эту страну, скупить ее национальные ресурсы, вопрос решен. И в этой связи у меня, не могу не вспомнить, я думаю, что вы тоже все помните, неоднократные публичные высказывания хозяина Грузии, российского олигарха Иванишвили, о том, что он и другие грузинские бизнесмены готовы вложить в Абхазию $6 миллиардов для того, чтобы скупить ресурсы Абхазии. Это публичное высказывание несколько раз было. 10 уже, да? Ну вот видите, мне... Уже 10. То есть это такие вещи просто так, ну, не может происходить. Знаете, вот еще почему, а вот косвенным подтверждением вот этой такой, да, вот мне кажется, вот эти русскоязычные сайты с такими звучными абхазскими названиями Амза, Амра, Абхазия, якобы абхазские, ну,
изрыгающую такую ненависть, злобу по отношению к Абхазии, вообще что касается к абхазскому народу. И по своему вот такому абхазофобству они в один ряд стоят грузинскими сайтами. И вообще настолько они похожи на грузинские сайты, мне кажется, что у них один информационный и финансовый источник. И этот источник грузинские бизнесмены во главе с монархом Иванишвили и грузинское лобби в России. Вполне вероятно. Понимаете? То есть, ну, я бы хотел, чтобы кто-то развеял мои сомнения. Но, Нет, понимаете, когда мы смотрим... У Иванишвили где находится его? Может, российский бизнес... Бизнес где находится? Российский бизнесмен же. Российский. Понимаете, там и огромное российское лобби, там не только вон, там огромное количество, мы же знаем с вами все это. То есть, понимаете, может быть, ну, я вообще не сторонник конспирологии, там я не говорю об этом, значит, даже не признаю таких, но глядя на ситуацию, как то, что происходит сегодня в Абхазии, я не могу уйти от мысли, что сегодня Грузия пытается и не безуспешно, да, формировать реальность в Абхазии. И мы только догоняем эту реальность. Я не знаю, о чем вот те, может быть, это осознанно делают, или по своей наивности, не понимая, неосознанно, но те чиновники наши, и все те, которые поддерживают вот этот ряд законопроектов, которые меняют вообще вот ситуацию в Абхазии, они хотят это, или понимают это, или не понимают. Во-первых, дискредитируют руководство России не только в глазах граждан Абхазии, обвиняя их в двойных стандартах, но и всем перед международным сообществом. И во-вторых, они претворяют в жизнь мечту грузин по десуверенизации Абхазии и захвату и колонизации Абхазии. Я так рассмотрю. Я думаю, что эти наши сомнения, эти наши вопросы наша власть развеет. Мы надеемся на это, что они развеют, потому что это реальность. И то, что мы, знаете, вот как-то вот очень, мы видим, что то, что мы говорим, то, что мы преподносим, я абсолютно согласен с Кельцовым, что вот наша власть не слышит. Они нас не слышат. Вот нам совершенно правильно говорит Кельцов, что нам надо найти действенный механизм для того, чтобы они нас услышали. И в этом отношении мы просто должны, каждый, вот все вот люди, да, которые национально вот так ориентированы, заинтересованы в будущей Абхазии, ну, должны наступить на горло своих амбиций тоже, свои личные предпочтения, вот не предпочтения, все это сегодня отбросить. Мы должны просто сегодня, да, как это было вообще свойственно абхазскому народу в такие критические минуты, значит, проявление мудрости, и не только мудрости, решительности, политической воли, когда, значит, находили выход из этой кризисной ситуации и шли, значит, по пути развития. А сегодня вот мы стоим, значит, в точке бифуркации. Это не просто ситуация, не такая вот там, речь идет о проектах и так далее. Мы на развилке сегодня, на развилке. Пойдем мы по пути ассимиляции и исчезновения или пойдем по пути строительства самостоятельного независимого государства. Сегодня мы должны решить это. И ошибиться здесь мы никакого права не имеем. Спасибо. 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 Ну, вот, там, упомянул о влиянии грузинских политических кругов. Я такой анекдотичный случай вспомнил из нашей недавно действительности, я не знаю, это правда или нет, но похоже на то, что это правда. Когда в Грузии в первом чтении приняли закон об иностранных агентах, там разразились бурные дебаты в обществе, в парламенте, и в правительстве и так далее, и так далее. И, ну, я так слышу, не знаю, сколько это действительно. Одна из депутатов грузинского парламента сказала: ну, как вы посмели такое принять? Посмотрите, абхазцы даже близко к своему парламенту не пропускают этот закон. Как вы после этого будете говорить, что там какая-то оккупированная... Это вы оккупированная территория, а не Абхазия. Она сказала, знаете, я слышал, я такую интерпретацию слышал. Да, я слышала дословно, что она сказала. Ну, если не близко, извините. Правильно, правильно. Я тебе скажу, что она сказала. Абхазцы, оказывается, свою родину больше любят, чем деньги.
Вот это она сказала своим депутатам. Это еще хуже. Да. Да. А наше руководство хочет доказать обратное. Из лучших поддержка через законодательство той же государственной системы, чтобы она была прозрачная, понятная, тот же электронный документооборот, на всевозможные разрешительные работы во всем мире уже давно перешли через электронные средства коммуникации. Это борьба безусловная с коррупцией. У нас народ очень относится к несправедливости, очень щепетильно. И мы этот вопрос должны урегулировать законодательно. Народ должен знать, у кого, откуда, какие средства, на что он живет. Особенно это касается тех, которые работают в государственных органах. Запрос на справедливость очень большой. И то, что наш народ даже в таких условиях он успешен, наш народ принимает миллионы туристов. Вы где-нибудь слышали, что кого-то где-то не уложили, или кого-то не накормили, или кому-то... То есть на этом наш маленький народ с этим справляется. С огромными потоками транспортными, человеческими, товарными, финансовыми. Если бы мы были неуспешны даже в этих условиях, у нас денежный оборот в стране в 3 раза не увеличился бы за эти пару лет. То есть надо просто грамотно и профессионально подходить к тем возможностям, которые есть, а не искать мифические там возможности или соблазны. И наш народ может жить достойно и солидно, и развиваться, и находить ресурсы и на демографию, и на помощь молодым семьям, и достойные пенсии. Но для этого нужно проводить современные реформы. Надо не отставать от 4-й технологической революции. Если мы от этого отстанем, мы потеряем все. Но кто будет их делать, если мы сейчас говорим о том, что там совершенно не собираются этим делать? Ну, это понятно, уже 4 года, если бы собирались, бы уже сделали бы. Но они в такой ситуации, знаете, это когда заканчивается срок избранной власти, неминуемо. Естественно, хочется дальше продлить эту власть. Но это вопрос народа, и за народ никто не может это решать и не должен решать. Спасибо. Можно? Очень ты предлагаешь искать проблемы внутри правительства, а не внутри общества, я так понял? Я считаю, что если по поводу иноагентов, да, Я предоставляю да, я не видел, чтобы неправительственные организации перекрывали дороги. Я не видел, чтобы неправительственные организации штурмовали здания. Я не видел, чтобы неправительственные организации тайно занимались политикой в нашей маленькой стране. Да, может, я что-то не знаю, чтобы на них такие вещи придумывать, даже это в будущем. Потом, что касается России, вы знаете, в России нас всех знают. Если кто-то здесь думает, что в России нас не знают, Кто чем занимается? тут у них столько спецслужб, они про нас даже знают больше, чем и придумывать для России. Нам новые биографии или новые там ярлыки на нас. Зачем? Это бессмысленно. И да, Россия, там есть люди, которые нас поддерживают, есть разные люди, есть люди, которые, им вообще может не до нас. И если нас что, хотят лишить критики, даже того же какого-нибудь российского чиновника, и преподнести, что это антироссийские настроения, и что они надеются, что в Кремле кто-то в это поверит, что ли? Нет, конечно. Поэтому это игра с целью продлить власть любой ценой. Все. Надо просто спокойно
готовиться к выборам, выходить на выборы, предложить народу. А народ разберется сам, и за народ не надо решать, что народу можно слушать, кого надо слушать, кого не надо слушать. Это все в прошлом. Не надо нас туда возвращать, в прошлое. Спасибо, извини, да, ради Бога. Да. Спасибо за приглашение. Я очень извиняюсь, я с таким удовольствием в вашей компании нахожусь. Я хотела бы сказать, вот как, в принципе, наверное, повторю тоже какие-то вещи, вот логику, как я вижу логику событий. Сегодня, к сожалению, я вот согласна, Кисол, с тобой, что сегодня возобладали такие вот корпоративные, личные, коммерческие интересы. К сожалению, вот вся, так сказать, тактика, тактические решения, которые принимаются, они вот завязаны на этих коммерческих интересах. Даже стратегии нет. Я уже не говорю о стратегии развития государства, а даже если взять вот эти корпоративные, личные, коммерческие интересы, даже в этом стратегии нет, потому что мы не видим таких убедительных выкладок, которые показали бы вот в долгосрочном плане, что можно, вот, так сказать, как можно обеспечить эти коммерческие интересы. Вот такое ощущение, что какие-то разовые решения, вот разовые какие-то выгоды, и вот на этом потом, а после меня хоть потом. Вот такое вот ощущение складывается. Для защиты этих интересов выстраивается жесткая вертикаль. Вот она нужна, вот, чтобы такие интересы, потому что всегда, конечно, общество будет недовольно, когда подменяются государственные задачи какими-то корпоративными задачами и целями. Как обеспечить эту жесткую вертикаль? Мы видим вот эту вереницу поправок, законопроектов, там, иноагенты, потом там, поправки к расширению полномочий СГБ было, не прошло, потом сейчас поправки о клевете и ряд так, других инициатив. И параллельно, значит, идет обработка общественного мнения. И посмотрите, ставка сделана на том, чтобы убедить и, так сказать, широкую общественность, которая ориентируется на там, телевидение в основном, и нашего стратегического партнера убедить в том, что все, кто, так сказать, критикуют и не поддерживают вот эту вот существующую на сегодняшний день линию, что это все люди, которые, так сказать, выражают антироссийские настроения. Вот на что сделана ставка. И понимаете как, у нас это не первый раз, кстати. Если вы помните, там, при другой власти у нас все были прогрузинские, кто не с нами, тот враг. Сегодня все, кто не с нами, все антироссийские. И вот такой, но такого масштаба вмешивания внешних факторов в нашу внутреннюю динамику еще, по-моему, не было, как сегодня. Ну, я связываю это не только с какими-то качествами людей, которые ведут сегодня пропаганду, личными какими-то качествами. Это и соцсети, конечно, играют большую роль, и, так сказать, гораздо больше механизмов для того, чтобы все это выплескивалось. Но даже когда пытаются вроде бы как говорить о защите, ну, о государственном интересе, все равно говорят с позиции внешних факторов, а не, так сказать, с наших, собственно говоря, наших национальных интересов, которые, как мне казалось, ну, понятны всем, но получается, что они, видимо, все-таки есть расхождения серьезные. Мы уже на круглом столе в Абиге говорили об этом, что, наверное, надо вернуться, опять проговорить, в чем состоит национальный интерес, определить красные линии, чтобы никакая партия, никакое движение, вот, понимаете, не позволяли себе за эти красные линии переходить. Но это должен быть, конечно, общий такой разговор. Конечно, ненормальная ситуация с тем, что ну, так сказать, люди, которые имеют иное мнение, не имеют доступа к абхазскому телевидению. Мы все согласны с тем, что, несмотря на наличие телефонов, этих современных гаджетов, большая часть нашего общества все-таки ориентируется на телевидение. Абсолютно недопустимая ситуация сложилась. Вот нас в декабре еще, значит, нас обозвали чуть ли не предателями Родины, несколько человек. Мы с декабря месяца не можем получить доступ на АГТРК. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я думаю, что очень многие тоже, вот и представители оппозиции, очень ограничены во всем этом. Я слышу бесконечные разговоры о каких-то бесконечных переговорах с АГТРК, что будет прямой эфир.
Нам, кстати, предлагали не прямой эфир, а просто в записи. Но, извините, к телевидению уже нет доверия. После того, что мы слышим, и когда люди говорят полную ерунду, выходя, так сказать, на телевидение, им не оппонируют ведущие, а подыгрывают, ну какое может быть доверие вот каким-то передачам в записи? Дальше. Вот сейчас я хотела бы сказать, если вот вернуться к теме НПО. Вопрос даже не в том, я согласна с тем, что это вообще нарушает наши традиции, вот градация людей, там, чужие, свои и так далее, ино, не ино и так далее. Но вопрос здесь, в общем-то, даже не в этом. Потому что все, кто не согласен с чем-то, могут оказаться людьми, которых будут преследовать вот по такому дискриминационному закону. И это вопрос о свободах и правах. Это не вопрос об НПО. Если речь идет об НПО, то я, например, предлагаю, мы предлагали это, кстати говоря, потому что это же не сегодня вопрос возник, давайте возьмем старый закон о некоммерческих организациях. Если есть необходимость, вообще новый напишем. Создадим рабочую группу, в которую войдут представители парламента, партии, там, не знаю, НПО, исполнительной власти, депутаты и так далее, и разработаем новый закон. Вы хотите контролировать? Я считаю, что нас и так контролируют. Ну ладно, вы еще больше хотите контролировать? Ради бога, кто против? Но мы понимаем, что закон об иноагентах другие совершенно задачи должен решать. Оставьте вы этот закон об иноагентах, мы же не против контроля. Давайте поговорим о контроле и оформим это в рамках закона о некоммерческих организациях. Но понятно, что это неинтересно. Но я все-таки вот как бы озвучиваю вот это предложение, чтобы при парламенте была создана комиссия, куда войдут и чиновники, и общественность, и работа вот над такими поправками или законом происходила. Я хочу сказать, что вот ничего вот этого не было бы, может быть, какой-то в такой в легкой версии какой-то закон приняли бы, потому что есть план по гармонизации, без всяких иноагентов, если бы мы не стали высказываться по поводу Пицунды. И, кстати говоря, это не только по поводу Пицунды. Первый раз мы высказались, когда после майских событий стали уголовные дела, попытались открыть на представителей оппозиции. Мы тогда сделали заявление, вот несколько человек, и сказали, что мы видим, что у нас как бы тенденции к тому, что складывается полицейский режим, этого нельзя допустить. И вот после этого, так сказать, усилилась риторика в отношении иноагентов. А если бы мы по поводу Пицунды промолчали, я думаю, что тоже вот так остро вопрос, может быть, не стоял бы. Я бы хотела сказать, ну, по поводу революции, вы уже и мы все время это говорили, все... Оказалась в компании с несколькими чиновниками, я сказала, извините, из нас присутствующих, только я не делала госперевороты. Я из НПО, вы все чиновники здесь сидите. Вот. Что это нарушение традиций, вот, мне кажется, это тоже очень важный момент, вот как бы в обществе таком маленьком, где мы все знаем, кто чем дышит, ну вот такое еще поощрение такого доносительства, которое сегодня, вот понимаете как, когда там на наших дедов и, так сказать, бабушек доносили, это как бы оставалось там внутри фамилии, да, и, может быть, мы знаем, кто и что и чего. Сегодня это скрыть невозможно, люди выходят на ГТРК и доносят прям таки публично. От того, что это публично или скрыто, донос не перестает быть доносом. Вот как выглядят сегодня вот эти обличительные, так сказать, в кавычках, выступления. Значит, что еще я хотела сказать, что вот я просто хочу один пример привести, как используются, во-первых, вот эти вот очень нечистоплотные телеграм-каналы, которые почти в унисон с официальными ресурсами говорят. Один пример хочу привести. И это еще потом дублируется в «Спутнике», «Спутник Абхазия». Хочу привести вам один пример. Я пару лет тому назад, значит, для сборника, который Наталья Лакоба готовила, написала статью. Я там критикую западные подходы, и я говорю, что вот вы нас упрекаете в том, что мы так зависим от России. Я говорю, ну, конечно, я говорю, когда мы в международной изоляции находимся, для нас единственная дверь открыта – это Россия. Я говорю, а чего вы другого ожидали? При этом я добавляю, но если даже нас
завтра вы все признаете, Грузия нас признает, это не значит, что мы отвернемся от России. Мы всегда должны считаться с интересами России. Это огромная страна с огромными ресурсами, это, так сказать, держава. И не считаться с интересами России мы никогда не сможем. От нас этого не ждите. Вот как бы в таком духе. Что делает анонимный автор? Там ведь анонимные статьи публикуются. Я не говорю про комментарии. Это статья, публикация, под которой были отключены, между прочим, комментарии. Вот Лиана Кварчели сказала, что как только мы зависим сейчас от России, но как только Запад нас признает, мы тут же станем прозападными. Вот, пожалуйста. Они даже меня не цитируют, как бы ссылку не дают, потому что если пойти по ссылке, можно увидеть, что я совершенно другую вещь сказал. Вот так строится сегодня эта пропаганда. Я надеюсь, что как бы все-таки люди могут критически, так сказать, мыслить. Я даже смотрю по комментариям, между прочим, там явно видно, что там платные, так сказать, работники невидимого фронта сидят и как-то пытаются поддерживать вот эту вот риторику, но гораздо больше людей сегодня уже понимают, что к чему, и слава богу. Теперь вот в чем нас как бы еще обвиняют, что мы проводники западного влияния. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы всегда сами пытаемся и успешно во многих вопросах влиять на повестку вот этих международных организаций, которые находятся здесь. Мы не можем, к сожалению, сегодня вот наших одних усилий недостаточно, как вы понимаете, это наивно было бы полагать, чтобы нас признали как независимое государство и чтобы мы стали членом ООН. Но мы постоянно какие-то позиции отвоевываем. Когда мы добиваемся там, допустим, студенческих вот этих вот программ, чтобы наши студенты могли ездить учиться там в каких-то европейских вузах, не как представители Грузии, а как представители Южного Кавказа. Или когда мы там какие-то региональные форматы организуем и так далее. Мы все время пытаемся вот как бы профиль Абхазии поднять, чем просто вот, так сказать, на уровне грузино-абхазских взаимоотношений. Но, к сожалению, сегодня это никому не интересно. Вот раньше при всех властях мы говорили с министрами, мы какие-то вещи обсуждали, как нам казалось, что это важные вещи, но сегодня это просто оказалось невозможным, им это не интересно. И меня удивляет, что вот с такой легкостью перечеркивается, я даже не про наши говорю усилия, а усилия других всех людей, которые, вот, так сказать, в МИДе были, и там президентами были и так далее. И я что хочу сказать, что сегодня пытаются преподнести в качестве иностранного влияния. Это то, что мы всего лишь хотим, чтобы соблюдалась наша Конституция, уважались права человека, прописанные, гарантированные нашей второй, так сказать, главой Конституции. Вот когда мы об этом говорим, оказывается, это иностранное влияние. Либо вы не знакомы с нашей Конституцией, вы вообще не понимаете, в каком вы оперируете политическом строе, либо, извините меня, вы занимаетесь подлогом и манипуляциями. Вот что происходит. Вот. Да, и не только, кстати говоря, соблюдать Конституцию само собой, и как бы это тоже Конституция обеспеченный суверенитет. То есть вот все, что касается независимости Абхазии, свобод в Абхазии, развития Абхазии, это все сегодня преподносится как иностранное влияние в противовес России. Но это просто немыслимая ситуация. Мне кажется, все-таки должен быть такой очень консолидированный ответ нашим властям, что нельзя вот так вот этими темами, они не только тормозят вообще как бы наше развитие, они не в то русло российско-абхазские отношения заводят. Вместо того, чтобы вести такую очень важную, продуманную дипломатическую работу на всех направлениях, в первую очередь со стратегическим партнером, обсуждать все вот эти вопросы, так сказать, у нас все решается на уровне пропаганды. И в итоге мы все становимся заложниками вот этих коммерческих интересов. Сегодня парламент должен как-то реагировать на эту ноту. Вообще мы все должны как-то теперь, нас завели в тупик. Из этого тупика очень сложно выходить. И никто не несет ответственность за то, что мы все оказались в таком трудном положении. Мы не хотим, чтобы портились наши отношения с нашим стратегическим партнером.
Но кто несет ответственность за то, что нас завели не в том направлении? Вот в чем вопрос. Спасибо, извините, я долго хочу говорю. один вопрос задать. Да. Не кажется ли, ну это может быть абсурдно, не кажется ли тебе, что все это делается в будущем контексте, что Россия и Грузия помирятся, и что мы забыли свою конституцию и суверенность, и свободу? Совершенно верно. Мне кажется, туда готовят. Да, Иначе они как пропустила, вот у меня этот пункт был, особенно вот эти разговоры, во-первых, потепление отношений мы видим, мы читаем действительно вот эти российские ресурсы. Мы не мешали этому проекту. Да, ресурсы читаем российские, где как бы Абхазию все время критикуют, а Грузию все время как бы хвалят. Да? И такая разница в восприятии. Министр похвалил. Да, министр тоже, кстати, наш похвалил. Сказал, что вот разумные люди, слава богу, что они не думают о войне, я думаю, что это как раз таки хорошо, конечно, но то, что там ведутся разговоры о конфедерации, и то, что мы слышали, кстати, от наших политиков, что и в России есть политики, которые как под сукном держат этот проект конфедерации, Абхазия, Грузия, Осетия и так далее. Как бы это, к сожалению, вот мы через 30 лет пришли к моменту, когда мы понимаем, что, оказывается, для кого-то эта тема не исчерпана. Так что все может быть. Если не отталкиваться от интересов Абхазии, мы еще и автономией можем стать. История повторяется. Культурная автономия. Да. Театр сохранял.